Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вначале коротко о главных событиях дня. 29-я годовщина. Южная Осетия отпраздновала День Республики. Отметили лучших. Глава государства вручил награды. Как правильно сварить пиво? В Цхинвале состоялся конкурс традиционного осетинского напитка. «29 лет назад было принято судьбоносное решение. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской республики. Это был первый шаг к признанию и независимости Южной Осетии. Принятие этого документа стало событием исторической важности. Воля юго-осетинского народа на самоопределение, свободу и самостоятельность – первый из множества практических шагов на пути к заветной мечте – созданию независимого суверенного государства. И каждый год в этот день традиционно в центре Цхинвала проходят массовые гуляния и праздничные мероприятия. Ну а начинается все, конечно же, с парада. Сегодня в нем участвовало 19 парадных расчетов и 6 знаменных групп. Отточенный шаг марширующих, демонстрация техники и счастливые лица жителей республики – неизменные атрибуты парада. Репортаж Елены Газаевой. Принимал парад министр обороны республики генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев. Командовал парадом начальник Генерального штаба вооруженными силами Республики Южная Осетия генерал-майор Виктор Федоров. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Южная Осетия, войска Цхинвальского гарнизона к параду во знаменование 29-й годовщины образования Республики Южная Осетия готовы. Министр обороны генерал-лейтенант Гассеев. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поздравил жителей республики, напомнив, что постановлением и декларацией о государственном суверенитете, принятым 20 сентября 1990 года, сессией областного совета народных депутатов, Юго-Осетинская автономная область была преобразована в Республику Южная Осетия. Это историческое решение явилось ответом на ряд шагов грузинских властей, направленных на ликвидацию юго-осетинской автономии. Сегодня в Грузии снова пытаются угрожать оружием ради решения своих внутриполитических задач, идя на грубые провокации. Наглядным примером тому являются недавние действия грузинских силовиков на границе, несущие эскалацию напряженности. И не случайно Грузия уклоняется от подписания соглашения об отказе использования силы, сказал глава государства. Дорогие сограждане, День Республики, нынешний радостный праздник – это праздник всех, кто создавал и укреплял государственность, кто сражался и трудился ради мирного и достойного будущего нашей страны. Это праздник памяти боевого содружества и нашего всенародного братства. Это праздник, объединяющий все поколения нашего народа и соединяющий героическое прошлое нашей страны с ее прекрасным будущим. Каждый раз в этот день обновляется наша память о пройденном историческом пути республики и становится еще более отчетливым осознание правильности выбора, который был сделан нами 20 сентября 1990 года. Эта память дает нам новые силы и энергию для созидательного труда ради блага Отечества. И каждый год мы с гордостью видим зримые плоды наших усилий. Поздравить народ Южной Осетии с Днем Республики приехали делегации из Москвы, Северной Осетии во главе с Вячеславом Битаровым, Северокавказских республик, а также с Донецкой и Луганской народных республик. Торжественным маршем на параде прошли парадные расчеты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, пограничной службы КГБ, МЧС, Министерства юстиции, кадетской школы, военнослужащие, пограничного управления ФСБ Российской Федерации, 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Всего 19 парадных расчетов и 6 знаменных групп.
Впервые военнослужащие Министерства обороны Республики Южная Осетия на параде продемонстрировали показательное выступление. Народ Южной Осетии за 29 лет становления прошел тяжелые испытания. Сегодня мы живем в признанной независимой республике. Для каждого осетина 20 сентября останется одним из важнейших государственных праздников. Елена Газаева, Азамат Кудзеев, Рауль Кочиев, Алим Битеев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня председатель парламента Алан Таттаев принимает гостей, которые приехали на празднование Дня Республики. Спикер парламента встретился с начальником управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексеем Филатовым. На встрече также присутствовали депутаты парламента республики, а также заместитель начальника управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Денис Травин и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов. Репортаж Ирины Битиевой. Южная Осетия всегда ощущает помощь и поддержку Российской Федерации. Вы приехали на празднование одной из важнейших праздников нашего государства. Это о многом говорит, сказал председатель парламента Алан Таттаев, приветствуя начальника управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. Огромная благодарность за то внимание, которое есть с вашей стороны к Республике Южная Осетия. Свидетелями тому сегодняшний ваш приезд в Республику Южная Осетия по случаю празднования Дня Республики, Дня государственного флага. Это для народа Республики, конечно же, означает очень многое. Это внимание со стороны нашего стратегического партнера Российской Федерации ко всем проблемам, ко всем новшествам, ко всему хорошему, что происходит в Южной Осетии. И, конечно, не без помощи Российской Федерации. Это действительно знаменательная дата в современной истории Южной Осетии. Конечно, я не мог не воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить о встрече с вами, с руководством парламента. Во-первых, хотелось сегодня еще очень хороший повод. Хотелось поздравить искренне с юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на таком ответственном посту, на благо и Республики Южная Осетия, и дальнейшего развития отношений между нашими странами. Принимая делегацию Народного совета Луганской Народной Республики во главе с Денисом Колесниковым, спикер парламента выразил уверенность, отношения между двумя республиками в дальнейшем будут только укрепляться. У нас почти общая история, и, наверное, общее будущее тоже будет такое же. Народ Южной Осетии уже в течение 11 лет живет в мире, уже не боимся за своих детей, за своих граждан. И я надеюсь, что у вас тоже этот мир, который там, относительный мир, который есть у вас, тоже перейдет в фазу признания вашей республики. И мы уверены, что именно по таким праздникам мы будем ездить друг к другу и поздравлять. В свою очередь Денис Колесников поблагодарил спикера Юго-Осетинского парламента за приглашение. Мы прекрасно знаем, что красная линия вашего флага – это сила, честь и отвага. Я с каждым приездом утверждаюсь в этом. И я хочу сказать, что День Республики – это праздник каждого жителя, а каждый житель – это и есть государство. Конечно же, хочется пожелать всем семьям благополучия. Я уверен, что такими темпами, такими успехами вы добьетесь намеченных целей. И, конечно же, с праздником всю Южную Осетию. В завершении стороны обменялись памятными подарками. Ирина Битева, Ацамаз Гаглоев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня, в День Республики, глава государства отметил тех, кто внес большой вклад в становление и развитие Южной Осетии. Строители, врачи, деятели культуры. Анатолий Бибилов вручил награды людям, работающим в самых различных сферах. На церемонии награждения побывала наш корреспондент Агунда Губозова.
Высших государственных наград удостоены работники самых разных сфер деятельности – культуры, строительства, здравоохранения, технические работники, защитники Отечества. Все они принимали активное участие в отстаивании свободы и территориальной целостности Республики Южная Осетия. Глава государства подчеркнул вклад каждого из них в дело становления нашей государственности. С Днем Республики хочу поздравить с Днем государственного флага Республики Южная Осетия, который мы праздновали буквально вчера. Я думаю, что эти праздники абсолютно связаны с тем трудом, с той работой, с той борьбой, которую народ Южной Осетии делал в течение 29 лет. И огромную роль в становлении, в развитии и сегодня играют, конечно, представители республики, которые каждый на своем месте выполняет свои обязанности, должностные обязанности, которые и сегодня делают все для того, чтобы Южная Осетия развивалась и определяла свой вектор развития. Вектор развития для народа Южной Осетии общеизвестен, он понятен, недвусмыслен. И этот вектор развития называется интеграция с Российской Федерацией. И я сегодня хочу особо выразить благодарность людям, которые здесь работают, нашим братьям из Северной Осетии, которые достойно показывают результат своей работы, причем абсолютно качественно и всегда с гордостью говорят, что мы свою работу выполняем и выполним качественно и в срок. Они здесь присутствуют. И огромное им спасибо. За самоотверженность, проявленную при отстаивании независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия медалями защитнику Отечества награждены ряд ветеранов боевых действий. Среди них помощник президента Руфин Джиоев. За заслуги в укреплении международных позиций Республики Южная Осетия орденом дружбы награжден советник президента Давид Газати. Орденами дружбы награждены председатель Союза ветеранов Ахсар Губозов и генеральный директор ООО «Спецтепломонтаж» Майрам Дебисов. Звание «Народный артист» присвоено Гиви Казьеву, артисту государственного ансамбля песни и танца «Симт». Который всю жизнь отдал искусству. Спасибо большое. Заместителю директора строительной фирмы СТМЮ Олегу Кочеву присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Южная Осетия». В завершении награжденные поблагодарили президента за столь высокую оценку их деятельности. Агунда Губозова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Как правильно сварить осетинское пиво и как сделать так, чтобы оно было вкуснее, нежели у других. В Цхинвале прошел фестиваль-конкурс традиционного осетинского напитка. Мероприятие было приурочено ко Дню Республики. Репортаж Регины Черткоевой. На театральной площади столицы собрались все пивовары республики. Они представили образцы пива, приготовленные по своим рецептам. Руководство страны, гости, горожане продегустировали пиво. Исконно осетинский напиток никого не оставил равнодушным. Тосты, слова поздравлений звучали в адрес всего осетинского народа. Я хочу поблагодарить и поздравить всех жителей Республики Южная Осетия с их замечательным праздником, Днем Республики. Наши дорогие гости, вы не только гости Южной Осетии, вы гости и Северной Осетии тоже, мы единая Осетия. Мы вас тоже приветствуем на нашем традиционном международном фестивале осетинского пива. В жюри компетентные люди, которые знают толк в этом деле. Они отметили, с каждым годом количество участников увеличивается. Разрешите поздравить вас с большим праздником, который пришел в Южную Осетию.
и с праздником Остинского пива. В Южной Осетии он проходит вот так красиво, из года в год все краше и краше этот фестиваль, этот праздник. А то пиво, которое мы дегустируем, мы продегустировали уже много образцов, оно становится все лучше. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками. И только после этого жюри объявило имена победителей. Третье место заняла жительница села Хельцо Цхинвальского района Джулиета Лолоева. Второе место присвоено Анжеле Гаглоевой из поселка Дзау. Победителем полуфинала в Южной Осетии стала Рита Кузаева из Цхинвальского района. Теперь они примут участие в финале международного фестиваля Остинского пива, который пройдет в Северной Осетии 4 октября этого года. Лучших мастеров по приготовлению остинского пива выявляют самым простым образом – методом дегустации. Фестиваль проходит уже в 6-й раз и приобрел международный характер. Спонсором фестиваля выступает пивоваренный завод «Бавария». Регина Черткоева, Сармат Гузитаев, Зарима Арфсоева. Информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов, историки, общественные деятели и гости республики собрались сегодня в библиотеке имени Анахарсиса не случайно. Их привлекли сразу два интересных культурных события – презентация книги Павла Гукасяна об Аланах и выставка художника Юрия Тедеева. Наш корреспондент Ирина Битиева побывала на мероприятиях. В Республиканской библиотеке имени Анахарсиса состоялась презентация книги «Аланы. Вечная дорога войны». На представлении присутствовал сам автор книги Павел Гукасян. Он рассказал о своем творческом пути, исканиях и как, будучи по профессии лингвистом, увлекся историей Алан. Павел заинтересовался воинственным этносом, бытом и традициями Алан. Аланы оказали колоссальное влияние на развитие мировой культуры, что не может не впечатлять. В книге «Как по полочкам» автор разложил историю возникновения и становления аланских племен. К тому же автор, как и ряд других признанных ученых-алановедов, утверждает, прямыми потомками Алан являются, несомненно, осетины. Кто бы ни захотел, так сказать, в тени вот этого огромного этноса тешить своего самолюбия национально, не получится. История – это точно наука, просто нас неправильно в школах учат. Она настолько точна, что она окончательно доказала, что единственный, кто может сегодня считаться аланом, потомком Алана, это современные осетины. Каждый народ должен гордиться своим происхождением, отметил Анатолий Бибилов. Что касается осетин, история поставила окончательную точку. Давно доказано, что сегодня на Кавказе проживает единственный народ, являющийся потомками Алан. Это осетины. Я считаю, что каждый народ должен гордиться своей историей, но осетины просто оказались и являются той нацией, которая напрямую связана и крепко связана с историей Алана и являются потомками. В Республиканской библиотеке также прошла выставка картин художника Юрия Тедеева. Новое имя в изобразительном искусстве не могло не порадовать почитателей живописи. Юрий Тедеев долгое время жил в России, работал врачом, но любовь к живописи взяла вверх, и Юрий начал писать картины. В этом году художник решился представить свои полотна в родной Осетии. Ирина Битиева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Солистка московского ансамбля «Ансар» Дина Бекоева и артист юго-осетинского госансамбля «Симт» Азамат Багаев исполнили танец хонга на Кельтском плато. Восхождение прошло в рамках проекта «Танцы на вершинах мира». Подобного рода акции, сориентированные на пропаганду осетинской культуры и популяризацию туристических возможностей Алании. Демонстрация красот Южной Осетии в сочетании с национальной культурой создает и передает миру лучший образ нашего народа и государства. Восхождение состоялось при поддержке главы государства и министра культуры Жанны Засеевой. Стелла Бязарова расскажет подробности. Солистка московского ансамбля «Ансар», заслуженная артистка Северной и Южной Осетии Дина Бекоева и артист юго-осетинского госансамбля «Симт» Азамат Багаев исполнили танец хонга на Кельтском плато.
Артисты решили показать красоту остинского танца не только у Кельтского озера. Они совершили восхождение на безымянную гору, где на фоне прекрасных горных пейзажей исполнили еще один танец. Танец был посвящен 29-й годовщине празднования Дня Республики. Подготовились молодые люди основательно. Национальные костюмы, традиционная чаша с остинским пивом. После того, как была произнесена молитва Всевышнему, танцоры во всем великолепии представили осетинский танец. Фидоратилдар мана чи дариттар сиди мана моҷидетта мана ҳам студун дар нашуду шарамбундар вида тахиватта в общем чи дариттар ҷихоад ройстоил дар фидор наниз намуштад. По предложению президента Анатолия Бибилова безымянную вершину назовут в честь остинского поэта, драматурга, публициста Нафиджу Сойте. По словам инициатора восхождения, помощь в организации оказал глава государства Анатолий Бибилов. Мероприятие мы решили посвятить Дню Республики Южная Осетия, и по предложению Анатолия Ильича Бибилова безымянную вершину, на которую мы взошли, решили дать ей название, новое имя пик Нафиджу Сойте. Ребята планируют продолжить добрую традицию и покорить новые вершины. Стелла Бязарова, Александр Кукоев, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, что происходит в мире спорта. На республиканском стадионе прошла товарищеская встреча между командами Южной Осетии и Луганской Народной Республики. Матч был приурочен ко Дню Республики. За зрелищной игрой наблюдал наш спортивный обозреватель Батрац Хуриев. На республиканском стадионе прошла товарищеская встреча между командами Южной Осетии и Луганской Народной Республики. Матч был приурочен ко Дню Республики. Ранее эти команды встречались в конце августа в Луганске. Тогда победу праздновали хозяева. К ответной встрече югостинская команда подготовилась лучше. Посмотреть на игру на стадион пришли президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, начальник управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, глава Республики Северная Осетия Алания, Вячеслав Битаров и другие. Первый тайм прошел в вязкой борьбе. Команды пытались перехватить инициативу, но футболистам долгое время не удавалось проводить комбинационную игру. В конце тайма нападающий сборной Южной Осетии Ибрагим Базаев ворвался в штрафную площадку соперников, обыграл защитника и отправил мяч в дальний угол ворот. И таким образом хозяева повели в счете 1-0. Еще более интересной получилась вторая половина матча. Опасные моменты создавались у ворот то одной команды, то у другой. На 60-й минуте опасный штрафной исполняли гости. Вратарь югостинской команды не без труда отбил мяч. Через минуту уже подопечные Суслана Кочева имели возможность удвоить счет. Из выгодной ситуации бил Марик Базаев, но мяч пролетел выше ворот. Через несколько минут опасно простреливал Ибрагим Базаев, но Альберт Бестаев толком не попал по мячу. Самый активный игрок нашей команды Ибрагим Базаев опасно бил из-за пределов штрафной. Вратарь был начеку. За несколько минут до конца игры вдали от ворот Луганской Народной Республики был сбит игрок Южной Осетии. К мячу подошел Ибрагим Базаев. Все ожидали от него навеса в штрафную площадку, но он откатил мяч защитнику Алексею Мулдарову, которому метров с 35 удалось забить красивый гол, чем привел в восторг болельщиков. Стал бить сразу потому, что игрок летел с такой скоростью, что видно было, что он пролетит. Я решил убрать его, и в таких ситуациях надо бить в дальний угол. Ну и ударил в дальний угол и попал просто. А вот во второй ситуации у них центр поля, там у них зона была пустая, и наш опытнейший игрок Мулдаров, который забил тем самым пасом, открылся в нужном месте в нужное время и получил пас, и оставалось только попасть. Но он так красиво попал, сколько метров 30-35 было. В конце матча футболисты Луганской Народной Республики пытались отквитать хоть один мяч, но не смогли. Таким образом, игра завершилась со счетом 2-0 в пользу сборной Южной Осетии. Во-первых, тяжело на искусственном газоне играть. Команда, может, даже нервничала, потому что все равно дома играем. Болельщики пришли посмотреть на команду. И я думаю, что в связи с этим игра не клеилась вначале. Забили первый гол и уже как-то полегче стало играть. Но когда уже Алексей Мулдаров с дальней дистанции попал, когда счет уже 2-0, это уже счет такой укрепляющий. И команда уже
под контроль взяла мяч и спокойно игру довели до победы, до концовки. Мы сегодня не имели никакой возможности, чтобы проиграть, потому что мы играли дома. Сегодня у нас большой праздник, День Республики. И хочется всю Южную Осетию, всю республику поздравить с праздником. Комментарий по поводу игры дал и тренер сборной Луганской Народной Республики, который отметил, что и в дальнейшем с удовольствием будут приезжать в Южную Осетию. От себя, от команды поздравить всех жителей Южной Осетии с праздником Дня Республики. И с наступающим 21-го, я знаю вас, это тоже хороший праздник. Понимаете, футбол футболом, но я считаю, что если мы принесли удовольствие тем болельщикам, которые пришли, радость людям, то мы свою функцию выполнили, потому что игра игрой. Я хочу поздравить вашу команду с победой. Я думаю, что все-таки чемпионами Европы зря не становятся, значит, они заслужили. По словам тренеров обеих команд, это не последняя игра между сборными наших стран. Батрас Хурьев, Азамат Кудзиев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 18, ночью плюс 9. В Заурском районе днем 19 градусов тепла, ночью 7. В городе Квайса днем плюс 18, ночью плюс 8. В Ленигорском районе днем 20 градусов тепла, ночью 11. В столице республики в Цхинвале днем плюс 17, ночью плюс 8. На этом наша программа подошла к концу. Уважаемые телезрители, коллектив ГТР «Каир» поздравляет вас с Днем Республики. Желаем вам счастья и мирного неба над головой. Ну а я прощаюсь с вами. До свидания.